версия нового блогера. Это не важно, потому что мы сегодня играем в новую игру Зайчик. Так. Можно мне, пожалуйста, новая игра? Сегодня начинаем проходить. Плейлист новый надо создавать, там всякое такое говно. На превьюшку можно поставить. И погнали читать. Всю ночь ветер скребся в окно когтями. Он бродил по полям и завывал голодным зверям. Бесконечная песня велась, словно веревка, сплетенная из самых разных тонких, вкрадчивых, насмешливых голосов. Казалось, они кричат и смеются, и спорят о чем-то. Кто-то носился по снегу, отбирая длинные тени. Они под кровати то отступали. Дом жил со своей жизнью, скрипучей жизнью, старых зданий, которые помнят столько всего и будто пытаются рассказать. Одинокий дом глядел на лес, а чащоба, ты что вообще, смотрел в ответ своими глазами дуплами и шуршала, шумела, кивала. Я просто тупил. Можно выйти и постоять в кромке леса, просто чтобы убедиться, там за кривыми деревьями никого нет. Смутные, мотающиеся на ветру силуэты не причинят вреда. Это же игра света и тени. Просто такая игра. Я понимаю, что лишь мое воображение, мне ведь уже 12. Но все же. Крышка, белый экран. Во! Когда вся семья здесь соберется, можно это сделать тут превьюшку. Да, я сделала превьюшку по-любому. Убери книгу немедленно. Вам говорит. Сколько раз говорила, не читай за столом, рядом сидишь, слился весь. Здесь. Почему брать? Может, вы можете ей по голове этой книжкой? Ба! Хочу. Я послушно отложил книгу и мягкнула ее по. Все равно я прочитал одну и ту же строчку 3 раза и ничего не понял. Это я тупо. Оля уже позавтракала и взяла за печенье, хрустела с аппетитом, как девчонки из рекламы. Мама, пока не съешь, из-за стола не встанешь. Это... Нет, это бабушка. Это бабушка. Вместо мамы надо бабушка. А я все убираю, выглядываю мамку, словно надеюсь, что она остается сама по себе. Жизненная жизнь. Смутная тревога разбилась всю жизнь. Бессонничной ночи, черного леса, огибающей дороги, громового ветра. Ну, по 3 минуты я уже устал читать. Чем дольше я тянул, тем холоднее становилась комковатая белая масса. Будто Медуза из подводного кусту. Обожаю эту передачу. Я даже такой не знаю. Интересно, на дне океана очень жутко. А ночью в холодном черном лесу. Мы, наверное, там побываем. Только у меня это... Только пролог. Поэтому не побываем. Ложка выпала из руки. Сейчас по-любому что-то это скажет. По-любому 100%. Мама плеснула студенным взглядом зеленых глаз. А я сказал, значит, с вас подписка. О, мы разговаривать умеем. Наконец, я достану восклицательные знаки строги, да. 10-секундная передышка перед новым сражением с загадкой кашей. Я нащупал ложку.
Наконец-то ушла. А что это такое нацарапанная снежная столешница? Карина? Как, это же мамино имя. Видимо, это она в детстве отравила чем-то острым. Оказывается, хулиганкой была. Мебель портила. Ох, меня бы за такое неделю ругала. Напомните ее шалости? Давай, может завеселиться. Нет, что-то она не в духе в последнее время. Я вообразил, как она, моя ровесница, сидела здесь под столом. Интересно, в детстве мама боялась темноты? Наверное, да. А шороха на чердаке? Наверное. А лесных дебрей? Почему здесь тупо? Вот я типа не смотрела летсплей, я сам тут. Типа только узнал про эту игру и начал вам. Тут я как понял бабушка. Я представил, как бабушка заходит в спальню своей маленькой маме, садится на край кроватки, где спит Оля. Теперь спит Оля и рассказывает мягким крадчевым голосом. Бабушка. Тайга. Особое место для такого. Она к тебе присматривается, принюхивается, словно хочет понять, что ты за зверь такой. Подгораешь, везде не бросит, а будешь прокарничать, схватит бычок и утащит с собой под землю. Тут и дело с концом. Бабушка была ласковой, никогда ни с кем не ссорилась, не ругалась. Когда не было этих сводив с ума криков до глубокой ночи, разбитой посуды и взаимно обвинений. Во время наши родители еще любили друг друга. Помню, я случайно подслушала душу и узнала, что бабушка заранее побеспокоилась о своих похоронах. Купила себе гроб. Логично. И назвала его ласково гробиком. Едко молчу. Он стоял в чулане, словно терпеливо ждал. Черный с отбивкой цвета мяса. Это я увидел потом, когда бабушку хоронили. Дом остался таким же, как и был при бабуле. Только фотографии все убрали куда-то. Блин, а можно мне превьюху, пожалуйста, сделать? Можно обратно? Обратно. История. Помню, я случайно подслушала диск. Да не, ну не это, ну нет, ну блин. Все снежки серыми лицами моих предков, у всех плоские нозорки, неживые глаза. Блин, ладно. Я выбрался из-под стола. Оля рассказывала с печеньем конфетки и пирог на мою посту. Да блин, я хотел там превьюху сделать. Не получится уже. Я бросил взгляд на единственное окно, и снаружи темные сосны, они привлекали мою внимание. Я открыл зах, складыванную в картину. Оля, гляди, леса. Вот здесь можно превьюху сделать. Ну нет, где? Похоже она на оптические иллюзии на задних обложках тетрадок. Вроде мешанина из черточек, но если распустить взгляд и посмотреть под определенным углом, да, не на улице, на стекле. Смотри, вот нос, вот. Ну-ка, доедай быстро, я еще леща получу, да? Да, сейчас. Я ничего не вижу. Оля сказала, живо, совсем немного осталось. Живо, да я тебе сейчас заставлю. Там у тебя сейчас в таком, тебя туда. Вот, ну все равно не похоже. А я говорю, похоже. Если не похоже, тебя вот это выложу вот так вот в свою кашу, потом вот так вот сюда, потом поменялась местами и засунул. Ладно. Не. Да. Похоже.
Прекратите, ну что за дети? Вот это дети, вот дети, ну тебе напомнить, пожалуйста, который ты сделала? Теперь я не смог отыскать лесу. Она исчезла, ушла. Лишь узоры ползли по стеклу, похожие на летяные листья крапивы. Вот, все, можно превьюху делать. Хоть так сделаю превьюху. Сделаю превьюху сейчас. Сделал превьюху. Потом в фотошопе еще, наверное, немного. Хотя и так нормально. И вот так нормально сейчас. На кухню вошел папа, большой и неторопливый. Хочу, когда вырасту, стать как он, богатачом. Мама, шуча, все просила папу, ну сбрей колец. Как давно это было. А теперь каждый день грохот дверей действительно кости. Оля зажимала уши, когда затем передался голоса. Ради чего это все? Вроде вас, отвечал папа, ради семьи. Я ловил каждый звук и боялся услышать самое быстрое слово на букву «Р». Какое слово? Разводимся? Развод, вот. Да, точно развод. Не хочу даже продолжать. Боюсь представить, что нас сестры разлучат. Вот, да, точно это. Разлучат и разведут по разным семьям. Да что твоя лиса? Вот у меня на окне сова. Где там сова? Опять ты со своей совой. Вот именно у меня Алиса врубилась. Шла в жопу. Опять ты со своей совой. Так же вчера мне говорила. Так ты же вчера мне верил. Отец. Никто ключи от машины не видел? Нет, блин, я видел. Вроде оставлял на подоконнике. Вроде оставлял, вроде нет. Вроде взрослый мужчина, отец твоих детей. Вроде... Знай, пожалуйста, Карина. Дай мне спокойно собраться. Карине твои ключи возле телефона. Огромное тебе человеческое спасибо. Антон, ешь быстрее, а то как мученик сидишь. Да если его заставляют жрать. А сова? Не было там никакой совы. Была. Глазики огромные, во, и светятся. Она вскочила со стула и приставила руки к личку. Показала пальцами в глаза, каждой величиной с яблоко. В прошлом году бабай в шкафу, сейчас сова? Ну я же видела. Оля переводила взгляд с отца на маму, потом на меня, но нигде не находила поддержку. А ты не думала подружиться с ним? Нет. Вымышленные мешали, пока не видно. Не понимаю, что ребенок. А сама маленький еще и спать не. Оля капризно надула губы и обгромутела, вылетела в коридор. Раскрыла лестницу, ведущая на второй этаж. Мама строго посмотрела на отца. Ох, эта дверь, как же неуютно под этим прицелом. Папа лишь фыркнул и ушел, звеня связкой найденных ключей. За минуту на весь дом раздался мелодия из «Русалочки». Это была затемная до дыр кассетная пленка, которую папа уже склеивал однажды. С вещами все просто, их можно починить и вот склеить.
Или вот склеить. А как быть с отношениями? Тоже склеить вот этих вот скотчем просто приклеить к другому, и все. И вас приделать. Мама ушла в гостиную, и я остался один. Глядывал в окно. Опа! Блин. С тех пор, как мы переехали в этот старый дом, Оля плохо спала. Ворочалась в постели или съеживалась клубочком под одеялом. Порой скачивала среди ночи, чтобы включить видеомагнитофон. Мультики помогали отвлечь от переживаний из-за переезда родителей. Я сам напугался. Потом Оле привиделось это огромное существо за окном. Он, кстати, сейчас это делает. Если то мне не понравится, то это, мне кажется, тоже. Я бы ловушку поставила, но профукали. Она стала одержима собой. Чего только родители не делали, никакие желания не шли, чтобы искорить ее страх. Оля напрочь отказалась спать одна и не верила, что сова была всего лишь дурным сном. После сегодняшней ночи я не знал, что мне как-то относиться к словам сестры. Могут ли кошмары быть загадными? Прошлой ночью я лежал без сна и думал о том, что меня в новой школе. Школа. До занятий осталось несколько дней. Воображение рисовало длинные коридоры, не переклассили ученики за партами были темными силуэтами, словно вырезанными по трофеям контурами. Во! Единственное, что я знаю про школу, там есть 3 придурка. С 2 мы можем подружиться, а третий нет. Он вообще дебил какой-то. И его вроде крадет какой-то чел. Вроде да. И да, там еще есть какая-то, короче, девка дебильная. Хз, как зовут ее, вроде Настя. А того пацана, который украдут Семен, а остальные 2 зовут Бяша и Рома. Также там есть Полина и Алиса там еще есть. Но Алиса это Лиса. Но ученики за партами были темными силуэтами, словно посреди их черных лиц сияли круглые дыры, а в них помогали глаза, будто со всеми другими существами смотрели на меня из-за плохих черных фигур. И столько жестоко было в этих взглядах, столько ледяных насмешек, что я дрожал с головы до ног. Живу ли я здесь? Юморист! Как разумная! Конечно, сдохнешь. Не забьют ли меня до смерти толпой? Быстрее толчущие ноги, вымазанные кровью ботинки. Пусть бы она сгорела, это чертова школа, это я тупа. Пусть бы хоть что-то случилось, неважно что ли, лишь бы не идти на уроки. Не видели людей, которые только и мечтают дать объявку, поставить подножку, придумать очередное прозвище, еще оскорбительнее, чем предыдущее. Будто мои очки делают меня чужаком, каким-то монстром. Взор мазнул по рисункам, разрешенным на стенах. Я не считал себя великим художником, но Оля просила пояснить. Только рисование меня хоть немного радовало в последнее время. Моим
Мне многочисленные друзья тоже нравилось, как я рисую. Ведь они, кстати, обещали звонить. Иногда воображаю, как мама снимает трубку и говорит холодом: вы не туда попали. Или Антона нет. Антона нет. Я представляю своих будущих одноклассников и одноклассниц. Одноклассница, кстати, у него там будет одна стерва. Да, даже две. Которые, как и я, лежали в эту минуту в кроватях, слушая вой невидимых внутри за окном. Быть может, я все-таки понравлюсь новому классу, а может и нет. Кому вообще нравятся ребята в очках с толстенькими губами? Так, папа вот в детстве носил очки, а теперь он женат на самой красивой женщине в мире, моей маме. Дом заскрипел под напором ветра. Наш прежний дом, бетон, девятиэтажный, жужжал. Я, кстати, тоже девятиэтажка. Жужжал соседним перфоратором, бубен телевизор за стенкой, плакал из квартиры многодетного семейства. Теперешний дом, язык не поворачивался назвать его, он был совсем другим. Днем тихий роса тени отдыхают в углах паутины чуланов под лестницей. Но ночью они просыпаются. Это смотрит на меня из-за углов, будто фотографию медных родственников зелеными глазами. Снова повесились на стену вместо моих рисунков. Какая половина ржавой вытаски стоят на булке клубники. Словно дом играет какую-то дьявольскую мелодию. Вдруг я понял, что действительно слышу музыку, причем играет она уже давно. Где-то далеко, на самой границе, пела флейта. Она словно бы сливалась с воем ветра. Сахарка дома с моими мыслями наконец. Встал и поторопился к окну, хотел убедить себя, что нет никакой музыки, что это лишь мое воображение, что никто не может играть там холодной блестящей ночи. Так, ребят, уже 22 минуты. Наверное, вот на этом мы остановимся. Сохранить. Блин. Все. Уверен, что хотите передать ваше сохранение. Да. Так, все. Чё так быстро время пошло? Чё уже 18? Кого? Ладно, ребят. Вот на этом мы с вами остановимся. Всем пока. Всем пока, дорогие друзья. С вами, как всегда, был я, Бегала. Всем пока и всем добра.